этого достаточно запаса, тут ничего делать не надо. Тут единственное, вот этот берег вымываем, его подделать надо. И вот ту перемычку тоже надо подделывать. Усилить тоже скалой, так же, как вот это. Вот здесь должно быть, шлюза должно быть. Или открывать должны быть. Тут можно поставить трубу перелет. В настоящее время чистую воду ждут более 3500 жителей Хуакцы. Работы начались. За реконструкцию водозабора взялась Санкт-Петербургская научно-производственная компания «Технологии, инвестиции и менеджмент». Контракт был заключен с НПК «ТИМ». В 2019 году сумма контракта у нас 185 миллионов. В настоящий момент освоено 142. И в остатке у нас порядка 43 миллионов к освоению в этом году. Работы должны быть закончены у нас в августе, в конце августа этого года. Соответственно, в настоящий момент подрядчик отстает от графика, но по его уверениям они постараются вытянуть, ускорить работы и закончить к концу августа. Здесь происходит фильтрация поверхностная, естественная, поэтому ближе к реке, если групповой водозабор скважины поставить, может быть, вода будет чистая. Но это надо бурить, анализы делать, изучать, на баланс ставить. Никто этого не делал, да, до этого? Никто. Это не делали. Но это же не такие большие деньги. Небольшие деньги. Ну, это альтернатива может быть. Вот этот объект надо сделать. Стоит отметить, что в отличие от других кажунов, бурение скважин в районе Хуакцы чревато опасностью попадания в водопровод вредных элементов, находящихся в грунтовых водах. Это усложняет работу, рассматриваются разные участки. Самое главное, людям нужна чистая вода. Но что важно, на проекте 80% рабочих – это местные жители. На данный момент на объекте работает 30 человек, 7 единиц техники. Ведутся общестроительные работы по насосам второго подъема, прокладка трубопроводов, водовода пластиковых. Грубо говоря, происходит замена старой изношенной трубы по протяженности водовода на пластиковую для избежания загрязнения ржавчиной при подаче уже с водозабора. После чего вода будет поступать на вновь построенную водоочистную станцию и через систему фильтров подаваться уже на сборные резервуары, оттуда уже на сам поселок. При проектировании работ специалистами не был учтен ряд факторов, которые приходится решать по мере их возникновения. Это касается грунта, рельефа местности, особенностей строительного материала и автоматизации станции. В ходе нашего разговора, беседы были пожелания, чтобы все-таки автоматизировать данную систему, что в свою очередь дал поручение Министерству строительства, Министерству финансов рассмотреть данное предложение, изучить по поиску источников финансирования. Там требуется около 10 миллионов рублей. Я думаю, чтобы исключить человеческий фактор, да, что могут быть сбои, что такое дорогостоящее оборудование может выйти из строя, все-таки принял решение, нужно будет воспользоваться этим предложением. Чтобы работы были завершены в срок, а хуакцинцы получили долгожданную и качественную воду, стройка продолжается почти в круглосуточном режиме. Несмотря на то, что работы здесь начались с маленьким опозданием, подрядчик заверил, что объект будет сдан в установленный контрактом срок до конца августа. Сайгын Бирбюч, Айхан Донгак, Пирана Иргит, Тува 24.